Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр. Һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Кунашаке состоялся турнир по борьбе на поясах. 2-3 человек я увидел, те, кто могут на России хорошо бороться. У нас будущее есть поколение. Халкым тарихы Курай моңында. Силәбе өлкәһендә башкортлар Курайга еңел йөренәләр. Южноуральцы почтили память Мифтахиддина Акмуллы. Видим Мифтахиддина Акмуллу как больше, скажем так, религиозного деятеля. В Кунашаке прошел турнир по борьбе на поясах среди юношей и девушек. Соревнования были посвящены памяти легендарного тренера, почетного жителя города Челябинска Хариса Юсупова. На двух борцовских коврах физкультурно-оздоровительного комплекса районного центра померились силами более 70 ребят и девчонок из Кунашакского и Аргаяшского районов, городов Челябинска и Златоуста. Юные борцы представляли не только разные районы Челябинской области, но и практически все виды единоборств, такие как дзюдо, самбо, национальную борьбу куреш, греко-римскую и вольную борьбу. Скажем, мастера проявили свой класс, то есть те, кто должен был выиграть, они выиграли. 2-3 человек я увидел, те, кто могут на России хорошо отбороться. То есть у нас будущее есть в этом поколении. Состав участников был не только разнообразен, но и достаточно представителен. На турнире боролись призеры первенств России по борьбе на поясах и куреш. Лилия Хисматуллина, Савит Албаев, Ринат Буляков. Главной звездочкой соревнований стала Дина Гизатуллина. Дина Гизатуллина, уроженка Кунашакского района, в 16 лет стала чемпионкой мира по борьбе на поясах. Начала спортивную карьеру с 5-го места на первенстве России в городе Салавате в 2014 году. Затем стала серебряной призеркой первенства России в Казани. Победила на всероссийских турнирах в Пермском крае, Татарстане и городе Рязань. Среди россыпи российских наград нашей землячке не хватало лишь блеска медали международного уровня. Дина восполнила этот пробел, выиграв чемпионат мира среди юношей и девушек в столице Казахстана Астане. Конечно, было на чемпионате мира, потому что там более подготовленные соперницы. Они уже выиграли Россию и знали, что следующая ступень у них будет мир. А здесь здесь начало только жизненного роста, можно сказать, соперников. На торжественном открытии турнира Дину и ее тренера Александра Галактионова поздравил глава Кунашакского муниципального района Сибагатулла Аминов и вручил им ценные призы. К поздравлениям присоединился и Кыш Бабай, вручивший юной чемпионке подарок из Великого Устюга, где он гостил на дне рождения всероссийского Деда Мороза. Всем спортсменам, организаторам, тренерам и судьям были вручены памятные сувениры с портретом знаменитого Папы Ю. Именно так с любовью называли Хариса Юсупова благодарные ученики. Я являюсь чемпионкой Кубка мира по борьбе на поясах прошлой зимы, чемпионкой России 2016 года. Сегодня на соревнованиях, посвященных Юсупову Харису Манисуповичу, я была судьей, судила деток. Мне очень понравилось, это был мой первый опыт. Победителя ожидал еще один приятный сюрприз. Им удалось прикоснуться к знаменитой чемпионской ленте с наградами Хариса Юсупова. Хотя реликвия весит более 10 килограмм, юные борцы старались держать ее одной рукой, ведь спортсмену с малых лет нужно быть готовым к великим подвигам. Халык хыюын яулаган проект Курай байрамы сит төбәктәргә лә сыкты. Ошо көндәрдә Силәбе халкы был сара менән якындан танышты. Проект халкыбызның милли уен коралын һаклауга, яшь буынга таратуга юнәлтелгән. Сараның милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәктәрдә үткәрелә башлавы тагы бер бөек максатка өлгәшүгә килтерә. Башкортстандан ситтә яшәүче башкортлар кытка гына вакыт эсендә Курай уйнау серләренә төшенә. Офталык дәресләрен республиканың халык артисты Азат Айыпкулов үткәрде. Башкортлар Курайга еңел йөренәләр. Чөнки генная память дигән сүз бар. Генный хәтер. Шуңа микән инде бuna еңел алалар, еңел уйный башлайлар, еңел йөренәләр. Азат Айыпкуловтың тырышлыгы менән 5 көн эсендә 55 кешенән торган курайсылар коллективы оештырылды. Көньяк Урал музыкантлары, республиканың халык уен коралдары оркестры, Аргымак этнорок группаһы, Марсель Котоевтар менән бер сәхнәлә сыгыш яһана.
Приветствую людей, которым тоже интересно. И самое главное, то, что со мной руководитель, Куршлик соседи приехал, и двое женщин русские приехали. Я говорю, а вы, как вам, интересно, неинтересно? Они говорят, нам очень интересно, мы, говорят, каждый раз посещаем. Ерак ерле якын итеп келдек, күрәһебез килә, бараһыбыз килә, башкортларды менән һөйләшәһебез килә, концертларыбызны үзебезнең Уфадан килгән бигрәк тә караһы килә инде. Күңелле дип уйлыйм инде. Следующий визит делегации из Башкортостана был посвящен юбилею Мифтахиддина Акмуллы. Для широкой публики Южный Урал хоть и ассоциируется с трагической смертью поэта, однако в памяти местных жителей имя Акмуллы связано с теплыми воспоминаниями. Научно-практические конференции, гуманистическое наследие башкирских просветителей, актуальные вопросы и перспективы развития, посвященные 185-летию со дня рождения башкирского поэта Мифтахиддина Акмуллы, состоялись в Челябинске и городе Миасе. В своих выступлениях республиканские специалисты рассказывали о проектах, направленных на сохранение и популяризацию имени Акмуллы, делились новыми научными фактами о деятельности и творчестве поэта. Благодаря вот таких мероприятий с каждым годом, с каждым разом они все больше и больше глубже узнают о своих корнях, о своих выдающихся людей, и они более ближе становятся и к культуре, и традициям. В выступлениях республиканские специалисты рассказывали о проектах, направленных на сохранение и популяризацию имени Акмуллы, делились новыми научными фактами о деятельности и творчестве поэта. Шундай кеше беден ердә ята, кладбищена йөрибез беден мусульманская община, Ахмед хәзрәт алып йөри, союз молодежьла бара, без курултайда барабыз, Акмулланы калдырмыйбыз. Памятник эшләп куйдылар, ул бик матур памятник. Ахмед хәзрәт бар үзебезнең, ул безне һәр ел һайын да шунда алып бара. Шунда без барабыз, памятник туанда югабыз, тазартабыз, сәскәләр утырып китәбез яз көне. Во время своих поездок в Челябинскую область Акмулла любил останавливаться у одного из духовных лидеров города Миас по имени Салахиддин. Представители духовенства общались, делились знаниями и устраивали сухветы, беседы на религиозную тематику с местными жителями. Видим Мифтахиддина Акмуллу как больше, скажем так, религиозного деятеля. Для мусульман он является, который объединил, как и Баширов в свое время объединял татар, башкир и другие нации, казахов под знаменем веры. По итогам конференции в Уфе издан сборник, в котором опубликованы работы участников форума. Инициативная группа обратилась к представителю Республики Башкортостан в Челябинской области Амуру Хабибулину с просьбой оказать содействие в присвоении имени Акмуллы местному кладбищу. Ветераны Великой Отечественной войны заслуживают нашего внимания не только в День Победы. Их героические подвиги навеки в наших сердцах. Рашид Хабибулин бережно хранит благодарственные письма и поздравления от постпредства Республики Башкортостан в Челябинской области. Данный государственный орган ежегодно отчествует ветеранов, призванных с территории республики. В этом году по инициативе Нелли Аминовой постпредство решило устроить праздник ветеранам и в Новый год. В этом году была инициатива со стороны молодежи, со стороны Нелли. Она подошла с предложением о том, что надо поздравлять не только в день 9 мая, необходимо поздравлять во все праздники. Не столь много у нас ветеранов, которые в принципе каждый день ждут, то есть они должны быть окутаны каким-то вниманием. Рашид Хабибулин – уроженец Альшеевского района Республики Башкортостан. На фронт был призван еще в начале войны. Получив ранение, стал инвалидом и вернулся на родину. Работал главой сельского поселения, торговым представителем, затем переехал в Челябинск. Столица Южного Урала стала для него второй родиной. Здесь он трудился на заводе, нашел новых друзей. 2 года назад ветеран приобрел еще одну родную душу. Координатором многих благотворительных проектов на Южном Урале Нелли Аминова стала для него любимой внучкой. Я желаю, что больше войны не было. Дай Бог молодежь много сейчас, очень много молодежи стало. Вот не надо война. Проклятая война, это ужасно было.
Мы молодежь, мы последнее поколение, можно сказать, которое видим ветеранов живыми. Поэтому эта история, мы должны уважать эту историю. Я хочу пожелать всем молодым людям чтить этих людей, которые, благодаря которым мы живем, у нас есть сейчас все. Вот, поэтому спасибо вам. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Ой, молодец у меня. Сейчас ветерану 94 года. Он следит за своим здоровьем, интересуется политической и общественной жизнью Башкортостана. В Челябинске прошли звездные бои. Певцы из Башкортостана Идель Нургалин и Сабина Кучаева сражались с южноуральскими талантами Марьям Халимовой и Рамисом Исмагиловым. Следующий сюжет о результатах звездного поединка. Организатором мероприятия выступил известный ведущий Южного Урала продюсер Ильдар Хуснуддинов. Под его руководством в Челябинской области ежегодно проходят башкирские дискотеки, концерты. Данный проект был поддержан деятелями культуры и эстрады Республики Башкортостан. Башкортстанның һәм Силәбенең яшь җырчылары үзләренең күзләрен ачкан күргәндә, үземнең дә дәрт күтәрелеп китеп менә күргәнегездер, хәтта үзем дә сыгып йырлап җибәрдем. Представители Башкортостана и нашей области, как соседние регионы, участвуют во многих проектах. Однако участники убеждены, что формат звездного поединка придал культурному мероприятию спортивный дух. Рәхмәт әйткем килә сакыручыларга, оештыручыларга, катнашучыларга, дусларга, кызларга, матара. Гомумән барыгына Силәбе халкына вообще рәхмәт. Һәм инде байрамга килгәндә шул хәтле энергия, шул хәтле теге кешеләрнең еллык каршы алулары һәм инде шундагы кайнаган атмосфера прям супер, вообще прям халык шундай яратып тыңлай, яратып йырлай. Монда рәхәт. Дурудык инде еңде инде менә Башкортстаннан һәм Силәбе өлкәһеннән бергә яшәйек, бергә булайык. Бигрәк дан үтте бу байрам битен. Участников оценивали в 5 раундах. В состав жюри вошли представители Свердловской, Челябинской областей и Республики Башкортостан. Певцы исполнили мелодии из репертуара народных и зарубежных артистов. Представили премьеру новой песни, спели дуэтом. В честь Нового года победила дружба. Мероприятие завершилось молодежной дискотекой. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Хөрмәтле телевизор караучылар, ошуның менән тапшырыубыз тамам. Һеҙҙе өлкә телеканалында көтөп ҡалабыҙ. Киләһе осрашҡандарга тиклем һау булығыҙ.